В эфире «Якутия. День за днем». Я Андрей Погорелов. Здравствуйте. И мы расскажем о главных событиях прошедшей недели и будем вместе обсуждать их. Смотрите сегодня в программе. Прямая линия президента, главные итоги и комментарии. Уже есть конкретные результаты сразу в нескольких регионах. В каком направлении двигается наша страна. Чужой беды не бывает. В Якутск прибыл самолет МЧС России Ил-76 для помощи пострадавших от разгула стихии. На борту 26,5 тонн гуманитарного груза. Основной этап единого государственного экзамена продолжается. На этой неделе выпускники сдали сразу 4 экзамена. Когда и где можно узнать результаты? «Сдай кровь, спаси жизнь». В Якутии стартовала декада донора. Сколько в России людей, готовых прийти на помощь? Страна готова поддержать свою сборную. Волонтеры-студенты из Якутска вылетели на мировое первенство по футболу. Досрочные выборы главы республики состоятся 9 сентября этого года. Соответствующее постановление депутатский корпус принял на текущей неделе во время очередного 37-го пленарного заседания. Представляя проект постановления, руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов напомнил, что указом президента России 28 мая принята отставка Егора Борисова по собственному желанию. А в случае прекращения главы Якутии исполнения своих полномочий до истечения установленного срока Госсобрание назначает досрочные выборы. Пожалуй, самым ожидаемым событием этой недели для россиян стала прямая линия с Владимиром Путиным. В этом году она прошла в новом цифровом формате. Президент отвечал не на вопросы из студии, а на записанные видеообращения граждан, либо же на заданные непосредственно в прямом эфире и посредством цифровых коммуникаций. При этом заранее чиновникам и губернаторам в регионах было настоятельно рекомендовано во время трансляции оставаться на своих рабочих местах, поскольку глава государства обещал связываться с ними по проблемам, с которыми обращаются граждане, и решить их в оперативном режиме. К началу трансляции в единый центр обработки сообщений поступило около 2 миллионов вопросов от граждан со всей страны. Конечно, многие темы традиционно повторяются из года в год. Это здравоохранение, жилье, конечно, зарплаты и пенсии. Помимо традиционных вопросов были и острые вопросы, характерные именно для этого года. Сегодня это в первую очередь рост цен на бензин. Стоит отметить, что цены на топливо в стране с конца марта практически прекратили расти. Хотя в целом за май их рост превысил годовую инфляцию. Автомобильный бензин в мае подорожал на 5,6% по сравнению с апрелем, сообщил Росстат. При этом майская инфляция, по данным статведомства, составила 0,4%. В разных регионах страны подорожание бензина происходило по-своему. В Москве на автозаправках цены росли в 2 раза быстрее. Так, за 2 месяца с начала апреля стоимость топлива поднялась почти на 4 рубля за 1 литр. При этом майская инфляция, по данным статведомства, составила 0,4%. Меньше всего цена на горючее выросла в Татарстане чуть более чем на 1,1%. Больше всего пострадали автомобилисты из Саратовской области. Это свыше 6%. В Якутии же цены производителя на бензин сохранились на уровне марта этого года. И только с начала июня стоимость на моторное топливо поднялась почти на 2 рубля за 1 литр. Столичные владельцы автомобилей уже успели ощутить подорожание бензина на собственном кошельке. Куда же повышать уже? Уже некуда. Зарплата маленькая, а бензина хоть пешком ходи уже. Для автолюбителей это накладно. Если растет топливо, то растут в цене все продукты. Свой вопрос главе государства по поводу роста цен на топливо задал житель Санкт-Петербурга Алексей Караваев, на что Владимир Путин пояснил следующее. Правительство приняло уже ряд решений на этот счет. Напомню, совсем недавно это было сделано. Кстати говоря, в диалоге с нашими ведущими нефтегазовыми компаниями что было сделано? Во-первых, снижен акциз по бензину на 3, по дистопливу на 2, на 2000, на 3 и на 2000. Значит, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля этого года дальнейшее повышение акцизов, его не будет. Вот к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке.
Конечно, эксперты уже начали говорить о том, что рост цен на топливо приведет и к увеличению стоимости авиабилетов. А что касаемо высоких цен на уже действующие перелеты из регионов Дальнего Востока в Центральную Россию, то президент прокомментировал и эту ситуацию. По словам Владимира Путина, необходимо расширить географию и временные интервалы применения субсидированных тарифов. Кроме того, правительство страны уже сделало первые шаги к снижению стоимости билетов, обнулив налог на добавленную стоимость на перелеты на Дальний Восток. Самое главное решение, может быть, в преддверии сегодняшнего нашего мероприятия, или просто уже подготовленное заранее, но во всяком случае такое решение по Дальнему Востоку вчера или позавчера правительством было принято, а именно решение об обнулении НДС на вот эти перевозки. Это первый, очень важный, существенный шаг в снижении стоимости билета. Но посмотрим, как будет работать эта практика. С Дальнего Востока также поступали вопросы о предоставлении гектаров, которые либо выделяют километров за 300 от областного центра, либо получают половину гектара, потому что земли больше нет, как говорят. Другие вопросы касались размера заработной платы, и один из них задал преподаватель Якутского финансово-экономического колледжа. Владимир Путин в прямом эфире связался с Айсеном Николаевым и попросил разобраться в ситуации. Владимир Путин выразил свое доверие Айсену Николаеву, что в скором времени вопрос должен решиться. Очень на это надеюсь, рассчитываю. Вы человек, который знает ситуацию в республике, давно там работаете, вы там не пришлый человек, не со стороны. Я жду от вас доклада. Айсен Николаев не стал откладывать дело на потом и уже на следующий день встретился с Михаилом Вагановым, преподавателем спецдисциплин Якутского финансово-экономического колледжа. В первом квартале 2018 года премии, стимулирующие выплаты в финансово-экономическом колледже выплачивались ежемесячно. А так как в конце декабря был уже подписан коллективный договор, со второго квартала выплаты эти будут производиться уже ежеквартально. Соответственно, заработная плата, то, что человек на руки получает, конечно, по сравнению с первым кварталом, у него в апреле-мае упала. И, к сожалению, здесь бухгалтерия, я считаю, допустила немножко некорректное поведение. Человеку не объяснили правильно, что в июне месяце стимулирующие выплаты за второй квартал и премия будет полностью выплачена, и у него средняя заработная плата не уменьшится, а останется на таком же уровне. Конечно, эту тему обсуждали очень активно в ближайшие дни. Так все-таки частный или системный случай произошел с якутским преподавателем? Вашему вниманию предлагаем фрагмент интервью с министром труда и социального развития республики Александром Михеевым. Будем проводить определенную работу, но мы считаем, что это действительно частичный случай. С 1 января 2018 года, безусловно, исполнение майского указа президента Российской Федерации должен быть исполняться безусловно. Да? Средний трудовой доход, установленный в нашем регионе, ему должен соответствовать и заработная плата целевых категорий соотношения. Но при этом к этой величине привязываются не все целевые индикаторы должностей, а две категории – это дошкольное образование и дополнительного образования. Также в сфере образования они привязываются не к среднетрудовым доходам, а к другим величинам. Это к средней величине заработной платы педагогов, учителей и к средней заработной плате в сфере общего образования. Но при этом соотношения должны сохраняться. Почему такая ситуация сложилась? Почему работник образования задал вопрос? Действительно, с 1 января мы, понимая, что на сегодня исполнение указа должно 100% исполняться, мы проводили мониторинг, и, конечно же, и федеральные органы исполнительной власти также отслеживали. И эта задача была поставлена мониторить постоянно в течение первого квартала. Поэтому на сегодня по первому кварталу 2018 года целевые индикаторы достигнуты в полном объеме, но при этом мы должны понимать, что из чего складывается заработная плата. В структуре заработной платы есть еще и такой параметр, как премия.
На сегодня вот в части премии как раз и возник этот казус, который вышел на федеральный уровень. Нами было рекомендовано, значит, так как это прописывается в положении о премировании работников, значит, и в коллективных договорах было рекомендовано всем органам исполнительной власти, муниципальным районам, учреждениям привести эти положения в норматив, и чтобы ежемесячно люди получали выплату. При этом колл-договор принимается на уровне учреждения, коллективным собранием. И в данном учреждении, мы так понимаем, что было принято решение, что премия выплачивается по итогам квартала. Поэтому, значит, с 1 апреля в данном учреждении премия выплачивается по кварталам. И, соответственно, в апреле, в мае заработная плата чуть снизилась, снизилась она по сравнению с мартом, но разъяснение руководства учреждения, бухгалтерия, руководитель, там, директор, значит, не дали нормальное разъяснение работникам. И вот один из них действительно задал вопрос в прямом эфире. Всего же за время общения с россиянами Владимир Путин ответил на 7 десятков вопросов. Кроме того, жителей Якутии интересуют еще и паводковые вопросы. Проблемы, возникшие в результате стихии на реке Колыме, в каждом из районов разные, и руководству республики надо срочно принимать меры для их решения. Такой вывод сделал АСН Николаев по итогам двухдневной работы в группе колымских районов. На этой неделе руководитель региона посетил Верхнеколымский, Среднеколымский и Нижнеколымский районы, где встретился с жителями, провел оперативные совещания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и дал поручения по проведению аварийно-восстановительных работ. С начала мая наводнению подверглись села в Амгинском, Усть-Майском, Таттинском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Кобяйском и Колымской группе районов, а также поселок Табага. Якутия является одним из паводкоопасных регионов России. За последние годы здесь отмечены самые крупные наводнения страны. Ученые связывают это в первую очередь с изменением климата. С 70-х годов произошло прошлого века. Среднегодовая температура повысилась более чем на 2 градуса. Репортаж Ланы Ильиной. С начала мая 2018 года наводнению подверглись села в Амгинском, Усть-Майском, Таттинском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Кобяйском, в Колымской группе районов и поселок Табага. Якутия является одним из паводкоопасных регионов России. За последние годы здесь отмечены самые крупные наводнения страны. Ученые связывают это с изменением климата. С 70-х годов прошлого века среднегодовая температура повысилась на более чем 2 градуса. Климатических изменений, если говорить о них в связи с наводнениями, да, у них несколько составляющих. Одна касается, собственно, увеличения температуры воздуха, который мы наблюдаем по всей территории Якутии практически. С другой стороны, меняется мощность, глубина сезонного протаивания, как мы говорим. Да? То есть это мощность того слоя, который протаивает каждое лето. Он тоже меняется по-разному в разных районах, но в связи с климатическими изменениями он увеличивается. Чрезвычайную ситуацию в этом году объясняют чрезмерной толщиной льда и низким уровнем воды в реках, притоках Лены. Затор на Табакинском мысе, где река сужается и резко поворачивает, традиционно представляет угрозу наводнения. В этом году затор на Табакинском мысе держался несколько дней, в связи с чем оказались затоплены село Актемца Хангаласского улуса и поселок Табага. Не удалось избежать подъема воды и в северных районах. В республике была объявлена чрезвычайная ситуация сначала регионального, а потом федерального уровня. Всего пострадали дома 4000 жителей Якутии. Общий материальный ущерб, нанесенный паводковыми водами, составляет более 1 миллиарда рублей. Первое решение АСН Николаева посвящено ликвидации последствий наводнения от паводковых вод. Указ номер 1 определяет не только срочные меры по восстановлению и помощи пострадавшим, но и определяет новые подходы к безопасности от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Это корректировка границ населенных пунктов, анализ потребностей по устройству гидротехнической защиты, единый алгоритм действий при угрозе ЧС, пересмотр размещения планируемых объектов строительства, капитальный ремонт многоквартирных домов, пострадавших от паводка. Первоочередная задача сегодня – это восстановление жизнеобеспечения пострадавших от наводнения населенных пунктов, помощь каждой семье, каждому жителю. Мы должны сделать все, чтобы в короткие сроки без аврала и потерь завести грузы и войти в отопительный сезон. Считаю также необходимым начать выстраивать новую стратегию защиты от ударов стихии, внедрять современные стандарты жизнеустойчивости городов и сел республики.
Своим первым указом от 30 мая я дал соответствующее поручение в адрес правительства республики. Уверен, что мы будем работать с правительством России, с федеральными министерствами по ликвидации последствий наводнения в четкой координации с органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами. Новые положения. Меры по корректировке границ населенных пунктов с учетом 1% уровня затопления. Решить вопрос предоставления льгот по уплате земель налога и налога по имуществу в части юридических и физических лиц, пострадавших от наводнения. Анализ потребностей и оценка объемов мероприятий по устройству гидротехнических защитных сооружений на реках. Единый алгоритм действия органов управления и населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Создать банк данных организаций, имеющих возможность оперативного предоставления материалов и техники на случай чрезвычайных ситуаций. Пересмотреть намечаемые к реализации проекты по строительству с учетом границ затопления. Подготовили обращение в РИО главы Республики Александра Сергеевича Николаева в адрес председателя правительства Российской Федерации по выплатам ущерба для населения. И там, конечно, суммы другие, там в пределах 210 миллионов рублей. Но мы сегодня общаемся с МЧС, там все-таки порядок выплат будет согласовываться с Минфином Российской Федерации. Ну и у нас отрабатывается вопрос с Росавтодором по выплатам на установление автомобильных дорог. Многие граждане, чье имущество пострадало от паводка, не имеют прописки в своих домах. С документами на собственность тоже имеются проблемы. В этом году оказались затоплены даже те районы, которые никогда не подвергались водной стихии. Необходимость оформления документов и страховки на недвижимость налицо для всех жителей республики. Ведутся работы по восстановлению пострадавших от паводка домов, производится просушка зданий, будут выделены средства на ремонт социальных объектов. Предприятия, организации, добровольческие объединения организовали сбор помощи. Люди приносят продукты, одежду, игрушки, перечисляют деньги в пользу пострадавших от паводка. Лана Ильина, Арсен Степанов, Сусанна Рожина, Семен Семенов, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Якутия. День за днем. Первый указ Айсена Николаева о ликвидации последствий наводнения в Якутии в действии. Для помощи пострадавших от паводка в Якутск прибыл самолет МЧС России Ил-76. На борту гуманитарный груз. Всего привезено 26,5 тонн груза. В составе тепловые пушки, передвижные электростанции, палатки, кровати, одеяла и мотопомпы для откачки воды. Напомним, от весеннего паводка пострадали 46 населенных пунктов в 15 районах. В зоне затопления оказались более 5000 человек. Пострадала также социальная и транспортная инфраструктура. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. В эфире «Якутия. День за днем». Мы продолжаем говорить о главных событиях этой недели. Ну а пока регион переживает последствия сильных паводков, стихия продолжает преподносить свои сюрпризы. В Сунтарском районе из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального значения. Сегодня 1200 гектаров лесов охвачены огнем в 6 пожарах. 2 из них в Ленском по одному, в Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском и Татинском районах. Локализовано 3 пожара. По данным МЧС, в тушении задействованы более 300 человек, 8 единиц техники. Всего же с начала пожароопасного сезона этого года на территории республики зарегистрировано 36 лесных пожаров на общей площади более 3000 гектаров. В прошлом году на эту дату приходилось 63 лесных пожара на общей площади около 4000 гектаров. Признаков загрязнения окружающей среды не обнаружено. Сотрудники Ленского районного комитета охраны природы на месте разлива нефти провели осмотр Талаканского месторождения. Как сообщили в ведомстве, был проведен облет на территории, а также осмотр местности. Визуально никаких следов загрязнения окружающей среды не обнаружено. Разлив нефти произошел 1 июня на узле предохранительных клапанов из-за их разгерметизации. Нефть стекла на герметичную бетонную площадку, окантованную бордюрным камнем. Общая площадь 600 квадратных метров. Данную НПС-10 у нас эксплуатирует организация «Транснефть Восток». 7 июня мы, соответственно, им отправили запрос по данному инциденту. И на что они ответили, что действительно место было, разлив был, но небольшой, и было это все на площадке, которая бетонирована и которая обвалована.
Значит, разлив был небольшой, площадь составляет 20 на 30 метров, 8 кубических метров утекло нефти. Значит, они, естественно, оперативные меры приняли, было все зачищено, часть была возвращена обратно в производство, а остальное было засыпано опилками и, соответственно, было обезврежено, вывезено на Талакан по договору с Сургутнефтегазом. Основной этап единого государственного экзамена, стартовавший еще 28 мая, продолжается. На этой неделе выпускники сдавали экзамены по химии, истории, русскому и иностранному языкам. Примечательно, что в день рождения великого поэта выпускники по всей России писали ЕГЭ по русскому языку. Он так же, как и математика, является обязательным. В этом году день сдачи, что символично, совпал и с Днем русского языка 6 июня. С выпускниками встретилась наш корреспондент Лана Ильина. За 3,5 часа школьникам нужно выполнить 26 заданий, в том числе написать сочинение. 7874 выпускника сегодня сдают обязательный экзамен по русскому языку в 228 пунктах проведения экзаменов в нашей республике. Надо сказать, что русский язык является обязательным предметом для сдачи. В городской классической гимназии подготовлено 12 аудиторий для сдачи экзамена. Сегодня здесь сдают ЕГЭ 171 ученик. При входе ребят проверяют металлоискателем на наличие телефона. В аудиториях включены видеокамеры. В каждом помещении находится организатор и общественный наблюдатель. В аудиторию можно пронести ручки гелевые, обязательно с собой паспорт. Ребенок может взять с собой воду и что-нибудь в виде шоколадки. Но, естественно, что все это должно быть без оберток, без наклеек. Все должно быть прозрачно, чтобы было видно, что там ребенок не пронес что-то запретное. Выпускники уже сдали математику, которая тоже является обязательным предметом. И несмотря на некоторое волнение, настрой у всех боевой. Георгий, выпускник 26-й школы, уже решил, что станет филологом, и для этого ему нужен высокий балл. С 10 класса готовился, типа с мамой. Мать моя, она то есть преподаватель, она кандидат наук по русскому. Думаю, что я напишу хорошо. Проходной балл по русскому языку – 36 баллов. Это необходимый минимум, который должен освоить за 11 лет учебы в школе каждый ученик. Лана Ильина, Анастасия Кобызева, Семен Семенов, Якутск. А в Аймяконском районе выпускники школ и организаторы экзамена столкнулись с проблемой отсутствия сотовой связи и электричества из-за сильных порывов ветра. В связи с возникшими неполадками там были вынуждены перенести экзамен. Комиссия по чрезвычайным ситуациям после срочного совещания направила официальные письма в Министерство образования Республики, Центр мониторинга и развития образования и Ростелеком. Между тем, почти 8 тысяч выпускников 6 июня сдавали самый массовый экзамен по русскому языку. А уже сегодня российские школьники приступили к устной части иностранного языка. О том, как проходит основной период сдачи ЕГЭ в республике, мы спросим у заместителя руководителя отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки региона Туяры Абрамовой. Туяра Семеновна, сегодня по всей стране проходит основной период сдачи единого государственного экзамена. Расскажите, пожалуйста, как проходит сдача экзаменов? Добрый день. Сегодня действительно идет экзамен по иностранному языку. С 28 мая по 2 июля у нас по всей стране проходит основной экзамен, основной период единого госэкзамена. В этом году у нас сдают ЕГЭ более 8,5 тысяч выпускников, из них почти 8 тысяч – это выпускники текущего года. Что касается изменений, то в основных правилах никаких существенных изменений не произошло. Так же, как и раньше, для получения аттестата необходимо нашим выпускникам сдать 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике. И проходные баллы у нас известны с осени, поэтому выпускники тоже в курсе. По содержанию есть кое-какие изменения по ряду предметов, по русскому языку, по литературе, истории и так далее. Но эти изменения у нас тоже известны с осени, поэтому выпускники как раз и готовились по данным экзаменационным материалам. Что касается организации, то в этом году у нас вся республика сдает единый госэкзамен по технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудитории пункта проведения экзамена. То есть распечатка заданий происходит прямо в самом пункте.
Для нас эта технология не новая. Мы были почти, можно сказать, пионерами по России, которые включили данную технологию, так как у нас много труднодоступных и отдаленных районов, для которых эта технология оптимальная. Но с этого года у нас на данную технологию также перешел и город Якутск. Это достаточно меняет условия работы для организаторов, требует того, чтобы у нас была исправная техника, сканеры, принтеры и так далее. Ну а для самих участников никаких изменений в организации нет. Также используются камеры видеонаблюдения, но это делается для того, чтобы каждый выпускник имел право объективно показать свои знания. Туяр Семен, ну насколько успешно якутские школьники вообще справляются с заданиями ЕГЭ и выявлены ли какие-то факты нарушений? Пока в этом году у нас нет результатов. Первые результаты должны быть известны после 10 числа по первым экзаменам. А первыми экзаменами у нас в этом году были география и информатика. А что касается прошлого года, то по сравнению с предыдущими годами наши школьники справились лучше с заданиями единого госэкзамена. И в прошлом году у нас было рекордное количество стобальников, 49 человек. Из них больше всего стобальников у нас было по русскому языку. Ну, а что касается непосредственно фактов нарушений все-таки? Ежегодно, к сожалению, несмотря на то, что мы проводим разъяснительную работу с выпускниками, все-таки с их стороны происходят нарушения. Это, конечно, все-таки кто-то не справляется с нервами, можно сказать, и берут с собой сотовые телефоны, шпаргалки, что категорически запрещено порядком проведения единого госэкзамена. К сожалению, если обнаружен сотовый телефон или другой гаджет, или шпаргалка, то выпускник удаляется с экзамена, при этом без права пересдачи в текущем году по данному предмету. Поэтому мы заранее предупреждаем под роспись и выпускников, и их родителей о том, что можно и что нельзя проносить на экзамен. В этом году у нас, к сожалению, один случай также выявлен, но уже хорошо то, что в предыдущие годы таких детей, к сожалению, было очень много, достаточно много, вернее. А в этом году все-таки вот разъяснительная работа имеет уже приносит свои плоды, и поэтому меньше таких случаев. Ну, какова сейчас актуальная ситуация вообще в подтопленных районах? Как происходит сдача экзаменов там? Еще в самом начале периода единого госэкзамена у нас была очень сложная ситуация в Усть-Майском районе, которая привела к тому, что 2 пункта проведения экзаменов – это в селе Кюпце и в селе Эльдикан были закрыты, и выпускники, 10 человек, переведены в другие пункты проведения экзаменов в том же Усть-Майском районе. Для них администрация района создала все условия, чтобы дети могли сдавать ЕГЭ, не испытывать никаких неудобств, и поэтому для них также вот экзамен сейчас идет нормально. В других районах, хотя и были достаточно сложные тоже моменты, это был не только паводок, был еще штормовой ветер, из-за которого у нас одно время в нескольких районах отсутствовало электричество, но вот во всех пунктах проведения экзаменов у нас есть генераторы запасные. То есть при отключении аварийном включаются генераторы, и работа идет дальше. Ну, понятно, что есть обязательные предметы, но все-таки какие предметы нынче являются популярными среди выпускников? Ну, популярность предметов обычно обусловлена тем, насколько факультетов или в какие перечни специальностей они требуются. И ряд лет самыми популярными предметами из этого являются обществознание, физика, история и биология. Это о чем говорит, куда собираются поступать выпускники? Ну, какие направления? Обществознание требуется, ну, кроме юридических специальностей, требуется и также на все направления педагогических специальностей. Поэтому все будущие педагоги обязаны хорошо знать обществознание. Ну и физика, конечно, требуется во все практически специальности технического направления. Биология, кроме естественных наук, нужна еще будущим медикам, будущим физкультурникам. Тоже поэтому пользуется популярностью этот экзамен. И история также говорит о том, что до сих пор много желающих поступать по линии МВД, либо на юридические специальности. Туяр Семеновна, спасибо за то, что пришли в нашу студию и ответили на наши вопросы.
Но череда экзаменов близится к концу, однако в Якутске уже в следующем месяце вновь начнется интеллектуальная гонка. Причем, в отличие от госэкзамена, она добровольная. В столице республики пройдут первые международные интеллектуальные игры. Участники из регионов России и зарубежья будут выяснять, кто же из них самый интеллектуальный. Для того, чтобы игры прошли на должном уровне, к работе привлекут несколько сотен добровольцев. На этой неделе со всех уголков нашей республики начали съезжаться участники международных интеллектуальных игр на учебно-тренировочные сборы. Мы хотим дать старт в рамках этого научного мероприятия реализации новых учебных программ в нашей школе. Поэтому я приглашаю всех учителей, педагогов, директоров, завучей школ, чтобы они приняли участие в столь крупном масштабном мероприятии. И самое главное, познакомились с передовыми школами мира. И они вызвали очень большой интерес, надо отметить. Да, мы сегодня получили столько заявок, что и Сингапур приедет, и Япония приедет, и из Канады приедут, и, возможно, даже приедет из Соединенных Штатов Америки, европейских стран лучшие школы, не говоря о российских школах, которые очень тесно с ними сотрудничают. И установление этих дружеских связей было бы очень хорошо. Ну а в детских лагерях республики тоже начался летний оздоровительный сезон. В Якутии ребят примут более 670 организаций отдыха и оздоровления. О том, как они работают и что могут предложить детям, расскажет Саргалана Федорова. Безопасность и качество – главные требования к лагерям. С этого года все детские лагеря обязаны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. С 5 июня более 60 оздоровительных учреждений начали свою работу в Якутске. А вот круглогодичный лагерь «Сосновый Бор» открыл летний сезон еще 31 мая. В смене «Юниспорт» ребята не только отдыхают, но и соревнуются, закаливают себя перед международными соревнованиями. 14-летний Алекс Маныкин приехал из Горного Улуса. Серьезно занимается масс-рестлингом. Идет подбор «Дети Азии» по масс-рестлингу. Я этому готовлюсь. Я занимался многим. Танцами, вольной борьбой, атлетикой. Но мне больше всех подходит только масс-рестлинг. 11 июня на базе лагеря пройдет отборочный тур на сдачу норм комплекса «Готов к труду и обороне». Лучшие поедут выступать на всероссийский этап. Я занимаюсь масс-рестлинг, поэтому мне легко дается подтягивание, бег, пресс. Там же не менее увлекательно проходят и президентские спортивные игры. Мы с командой из Алдана, нас 20 человек, мы приехали на президентские игры, уже, получается, сдали легкую атлетику, прыжки в длину, бег 30 метров, теннис, метание мяча и шашки. Сдали еще плавание. Сегодня в Сосновом Бору отдыхают 350 детей. Среди них 39 дети из пострадавших от паводка Среднеколымского и Намского улусов. Нет свободной минуты там отдохнуть. У нас все это репетиции, все весело. У нас 5-разовое питание, кормят очень вкусно, сытно. В течение лета 800 школьников из Якутии проведут свои каникулы в санаторно-оздоровительном лагере «Золотой колос» в Краснодарском крае. А в международные и российские центры поедут отдыхать 506 детей. В период летней оздоровительной кампании различными формами отдыха будет охвачено 63 тысячи школьников республики в возрасте от 6,5 до 18 лет, что составляет 50,8% от общей численности. И этот показатель является одним из самых высоких, если не самым высоким, по Дальневосточному федеральному округу в частности. Открылись лагеря дневного пребывания и при школах Алданского района. На площадках с трехразовым питанием дети отдыхают бесплатно. В летние месяцы не по учебному школьным отдыхам будет охвачено около 2000 мальчишек и девчонок. Как обычно, мы занимаемся оздоровлением в основном детей на площадках. Различные мероприятия, посещение наших городских учреждений, таких как РДК, ТЮЗ, Некрасовская библиотека, детская библиотека. Обязательно в нашей программе это металлург, лыжная база, игра путешествия у нас запланирована, ну и на закрытие как поиск клада. Роспотребнадзор начал внеплановые проверки в лагерях дневного пребывания. Особое внимание к качеству питьевой воды и питанию. Первым подвергся
подвергся проверке лагерь на базе 9-й школы Якутска. Выявили текущие нарушения в организации работы пищеблока. Термометр находится в неработающем состоянии, то есть невозможно определить температуру помещения, в котором хранятся пищевые продукты. Вместо трехсекционной ванны, которая используется для мытья столовой посуды, представлена у нас только двухсекционная. Таким образом, технологический процесс мытья посуды представлен не в полном объеме. Оздоровление детей в лагерях отслеживает Министерство здравоохранения. В прошлом году по Якутии этот показатель составил 92%. Ребята уверены, что и это лето проведут с большой пользой для здоровья и развития. Саргалана Федорова, Джолустан Накинтьев, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. Ну а прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой мы поговорим о том, как проходит декада донора в Якутии, сколько людей вообще готовы прийти на помощь близким. Конечно же, обсудим тему спорта. Это первенство мира по футболу. Не переключайтесь. Мы возвращаемся в студию и продолжаем говорить о самых важных и заметных событиях этой недели. Россиянам придется раскошелиться. С этого года налог на недвижимость для физических лиц стал рассчитываться по-новому. И те собственники, что обязаны платить этот налог, уже успели столкнуться с новыми правилами не один раз. Ранее он рассчитывался на основе инвентаризационной стоимости имущества, а она в разы ниже рыночной цены. Уплата налога на недвижимость теперь рассчитывается из кадастровой стоимости, но при этом предусмотрены некоторые вычеты. Так, с комнаты вычет составит 10 квадратных метров, для квартиры 20, а для жилого дома вычет будет составлять 50 квадратных метров. Если же гражданин не согласен с порядком расчета кадастровой стоимости, то он должен обратиться в Росреестр. Налог на имущество физических лиц будет рассчитываться с кадастровой стоимости, а не с инвентаризационной стоимости, как мы его ранее производили. Законодателем при этом учтен факт того, что с кадастровой стоимости с этого года только будем переходить, поэтому предусмотрены льготы. Но расчет налога мы начнем производить с июля месяца, и осенью текущего года граждане начнут получать квитанцию на уплату налогов. Квитанцию на уплату налогов, те, которые зарегистрированы в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика», они получат только через данный сервис, через орган почтовой связи квитанции не уйдут. И те, которые не зарегистрированы в личном кабинете, они получат уведомление через орган почтовой связи. В продолжении главных тем хотелось бы поговорить о следующем. В Якутии стартовала декада донора. Сдал кровь, спас чью-то жизнь. Важность и необходимость наличия банка крови очевидны. Для нормального функционирования системы здравоохранения страны необходимо, чтобы на каждую 1000 жителей приходилось 40 доноров. Данные опросов свидетельствуют, что в декабре прошлого года 47% опрошенных совершеннолетних россиян хотя бы раз сдавали кровь в качестве донора, причем 20% более 3 раз. Репортаж Кристины Якоповой. Ежедневно в переливании крови и ее компонентов нуждаются 1000 человек. Часто кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм при тяжелых родах или при проведении сложных операций. Переливание крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Кровь – самое ценное из того, что человек может дать другому человеку. Наталья Разжигаева 6-й год сдает кровь безвозмездно. На ее боевом счету 16 донаций. Молодая девушка на этом не собирается останавливаться. Не знаю, не могу без этого. То есть, когда я в год, наверное, раза 3 точно прихожу по мере возможности, когда есть время. За сутки не кушаю жирную пищу, но я стараюсь вообще соблюдать здоровое питание, поэтому для меня это не составляет труда. Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, если его вес больше 50 килограмм. Перед сдачей крови потенциальные доноры проходят предварительное лабораторное обследование у врача-трансфузиолога. Как подготовиться к сдаче крови? Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную и острую пищу. Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы и компоты. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. За час до сдачи крови следует воздержаться от курения. Лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы.
Здоровый человек может сдать кровь раз в 2 месяца. Каждая сданная доза крови подвергается инфекционному и иммунологическому контролю в целях безопасного переливания пациентам. Сдаю уже давно. Я считаю, что дело нужное. И если у кого есть возможность сдавать, то, пожалуйста, могут сдавать. Наметилась позитивная тенденция перехода к добровольному донорству крови. В Якутии из общего числа доноров волонтеры составляют 70%. Среди них много молодых доноров до 30 лет. Сегодня в республике разрабатывают проект о присвоении звания «Почетный донор Якутии». Как это пройдет, пока еще не можем сказать. Но пока это все в проекте. У нас пока нет. У нас только почетная донорская федерация. Но проект мы подали на почетного донора Республики Саха-Якутия. Почетный донор Российской Федерации в настоящее время становится тот человек, который безвозмездно сдал 40 раз кровью или 60 раз плазму. Сотрудники Министерства по делам молодежи и семейной политики не остались в стороне. Они совместно с медицинским центром Якутска провели процедуру взятия донорской крови. В рамках года мы должны постоянно об этом говорить и напоминать, потому что это способ помочь друг другу, помочь ближнему. Это способ отдать частичку себя для того, чтобы спасти жизнь другому. Донорство, кроме этого, оно еще является и способом, во-первых, проверить состояние своего здоровья предварительно перед этим и очистить свой организм. Государственные служащие, активисты молодежных общественных организаций выступили в качестве доноров. Донорство – это один из способов добровольчества. Очень удобно, потому что плотный график работы, можно сказать, времени свободного очень мало, и поэтому самостоятельно съездить на станцию переливания крови, сдать кровь бывает довольно затруднительно. И то, что организуют такие акции, как День донора, поблизости от работы, когда можно вырваться во время плотного графика и оказать такую помощь людям, очень положительно. Где сдать кровь в Якутске? На станции переливания крови, улица Петра Алексеева, дом 87, и в Республиканской больнице номер 1, Национальный центр медицины, Сергеляхское шоссе 4. При себе необходимо иметь паспорт с городской регистрацией и результат ФЛГ. Присоединиться к республиканской декаде безвозмездного донорства решили и многие мирнинцы. Перед сдачей крови горожане заполняют анкету, проходят медицинский осмотр. При успешном прохождении медицинского обследования потенциального донора направляют в операционный зал. Доза у нас, как и у всех, стабильная. 470 мл цельной крови донор сдает. Если кровь донорская, пройдя медицинское обследование, проходит медицинский стандарт, то она пригодна в дальнейшем уже для лечебных целей. Она передается в лечебное учреждение Мирнинского района и по требованию врачей-трансфузиологов. И люди, нуждающиеся в переливании крови, получают ценные компоненты крови. Это эритроциты, плазму и тромбоциты. Служба крови в Мирном работает вот уже на протяжении полувека. За это время донорами стали десятки тысяч человек. В настоящий момент в районе 77 почетных доноров России и Советского Союза, 656 кадровых доноров. Это те, кто сдает кровь более 3 раз в год. Самый первый случай сдачи крови был связан с работой. Значит, я работник пожарной охраны. Мы работаем посменно в караулах. Ну и был случай, что к нам приехали, обратились за помощью, что вот срочно человеку понадобилась кровь. Мы в составе караула приехали, ребята все сдали кровь, и тем самым кому-то, наверное, очень сильно помогли. Также с каждым годом увеличивается количество первичных доноров. Их в этом году уже 118 человек. Мы очень рады, что у нас с 2008 года резко, кардинально перешел перелом по донорам. У нас сейчас 40% составляют люди от 88 и младше возраста. Это основной наш костяк. И ежегодно те первичные доноры, как к нам приходят, это молодежь. Декада донора продлится до 15 июня. Любой здоровый человек, не имеющий противопоказаний, может подойти в службу крови и стать донором. Процедуру обеспечивают и районные больницы Алданская, Верхневилюйская, Ленская, Нерюнгринская, Мегино-Кангаласская и Удачинская городская больница. Кристина Якупова, Якутия. День за днем.
Действительно, волонтерство – дело нужное. На днях из аэропорта Якутск волонтеры, студенты вылетели на чемпионат мира по футболу, который впервые пройдет в России, в Санкт-Петербурге. На масштабное мероприятие международного уровня добровольцев проводил министр по делам молодежи и семейной политики Иван Луцко. Из 300 заявок отобрали 27 самых лучших волонтеров-студентов из разных районов. Их основная работа – это встреча гостей и спортсменов на чемпионате, а также их сопровождение. И непосредственно к футболу. Сборная России на правах страны-хозяйки мирового футбольного первенства в группе А сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. О перспективах национальной команды на домашнем чемпионате мира по футболу мы решили спросить у главного тренера мини-футбольного клуба «Заря» Олега Марченко. Семь матчей без побед. Таковы заголовки спортивных газет, интернет-порталов после матча, который провела сборная России совместно с Турцией. Да? Счет 1-1. И вот последний раз наша сборная на 0 сыграла в обороне. К сожалению, всего лишь год назад в товарищеских матчах проиграли и бразильцам, французам, и австрийцам. И вот только с Турцией сыграли 1-1. Почему сыграли так неубедительно, по вашему мнению? Ну, может быть, такая тактика у нашей сборной, у тренера. Может, все будет хорошо сейчас, когда они начнут в группе играть. Пока, конечно, сихает нашу сборную, ругают ее. Но время покажет, игры покажут. Мячик круглый, поле ровное. Так что будем надеяться, и все переживают, что уже на чемпионате мира наша команда и из группы выйдет, и покажет красивый футбол. Ну, а вообще, я думаю, пока, наверное, команда только ищет друг друга, наигрывается, потому что очень много перестановок, очень много молодых ребят, хотя и взяли вот Игнашевича, они поопытнее. Ну, наверное, человек с опытом все равно нужен в команде. Так что посмотрим. Вот 14 июня в Лужниках пройдет главное действие. Это матч открытия. Мы сыграем с Саудовской Аравией. Вот как, по вашему мнению, Олег, мы должны сыграть все-таки от обороны? Каков вообще стиль Черчесова? Станислав Черчесов возглавил команду всего 2 года назад. Я думаю, это срок не очень большой. Немножко, наверное, не хватило цикла. Ему, может, нужно было принимать заранее, еще после того чемпионата мира, команду и наигрывать одним составом. Сейчас немножко, мне кажется, он ищет варианты, ищет лучшую игру. Ну и будет все хорошо, я думаю. Игра будет, конечно, очень волнительная, тем более первая игра, но то, что зрители и ажиотаж будет большой, и эту игру нужно выигрывать. Если мы вдруг, не хотелось бы, проиграем эту игру, то шансов очень мало остается дальше играть, хотя с сильными командами и интереснее, и намного проще играть, чем вот с командой Саудовской Аравии, потому что ее стиль никто, хотя ее изучает и смотрит, и просматривает, но как она будет выглядеть на чемпионате мира, даже представление... Темная лошадка, можно назвать в нашей группе? Да, можно так. Вот эксперты отмечают, что в сборной отсутствует так называемый базовый клуб, который в свои времена это было Киевская «Динамо», потом московский «Спартак», да и вообще наша сборная, в принципе, возрастная. Ну, молодежи практически нет, там моложе 22 лет никого нет. Ну, знаете, потом будут результат спрашивать с главного тренера. Он подбирал игроков, он выбирал и опыт, и молодежь, А то, что, мне кажется, он собирал самых лучших, и он под свой стиль игры, какой он видит стиль игры, как он, вот, так с него будет спрашивать потом, с главного тренера, какой результат покажет. И сейчас, конечно, пока все в недоумении, но если команда выйдет из группы, то, я думаю, это будет большой успех, и только будут благодарить его и ребят. Ну, хотелось бы обсудить, конечно, игру нашей команды в группе. Это в ней будут участвовать Саудовская Аравия, Уругвай и сборная Салаха, если можно так сказать, по крайней мере, заголовков тоже таких много, да, сборная Египта. Вот на различных интернет-площадках уже давным-давно, как стало известно, с кем мы будем играть, появилась такая интернет-опрос, голосование, какое место все-таки займет сборная России, и подавляющее большинство все-таки, к нашему счастью, радости, болельщики считают, что мы займем второе место в группе. Вот, по вашему мнению, Олег, каковы шансы, что мы выйдем вообще из группы и, может быть, даже из первого места?
Ну, я хочу еще раз повториться, что пока все в равных условиях, пока никто не сыграл ни одной игры, мы можем как выиграть все игры, так и проиграть все игры. Ну и вообще группа, мне кажется, такая очень ровная. Да, есть там, конечно, фавориты, и Уругвай, и тот же Египет, но играть можно со всеми, и футбол показывает, что и великие клубы, и гранды футбола. Португальцев выигрывали, французов в свое время. Да, так что я думаю, это все, и там совершенно другой настрой будет, совершенно другая атмосфера будет. Мне бы хотелось бы очень, чтобы наша сборная прошла дальше, ну, как можно дальше, и вышла с группы это сначала, а потом там будем уже смотреть, не стоит там считать, с какого места, как выходить, потому что Египет будет играть еще и против Уругвая, и та же Саудовская Аравия будет играть тоже и с Египтом, и с Уругваем. Кто-то потеряет очки, потом может быть такое, что разницу мячей будут считать. Очень много всяких вариантов, но нужно просто играть на победу. Ну вот у вас, Олег, за плечами все-таки большой опыт выступления, да, в футболе, и вот насколько родные трибуны все-таки воодушевляют и поддерживают футболистов? Очень сложно играть дома, потому что ответственность очень большая. Приходят родственники и вообще болельщики. Это такое грандиозное событие у нас в России, что легче играть за пределами, чем у себя дома. Ну а когда... Если что-то не получается, то очень тяжело выйти из этой ямы. А зрители будут гнать, болельщики будут гнать вперед. И можно и забить 2-3 мяча, 4, и можно и пропустить, если с глазами с такими бешеными, бежать вперед, атаковать. Так что, мне кажется, легче играть всегда очень за пределами своей страны. Ну и последний вопрос. Вообще Россия готовилась основательно к чемпионату мира и возвели очень много спортивных сооружений. И как сделать так, чтобы все вот эти вот объекты спортивные после мирового первенства не пустовали? Может быть, что-то вообще стоит изменить или уже не нужно менять в системе футбола, в частности, в детской школе? Да нет, систему, конечно, нужно менять. И, тем более в детском футболе все начинается с детей. Если посмотреть, и мы немножко сами изучаем все равно, как тренируются той же в Португалии, в Испании, в Бразилии с маленького возраста, там в Киеве у них интернаты есть, то нам нужно немножко это тоже менять. Хотя у нас в России есть тоже очень хорошие интернаты, есть люди-магнаты, которые вкладывают очень огромные деньги. Я думаю, пустовать ничего не будет. Конечно, инфраструктура, которая у нас построена в России, это что-то. Я вот с командой езжу, летаю со своей «Заря», и с каждым годом все просто, и пустовать ничего не будет. Я думаю, это, конечно, очень большой плюс, и стадионы будут забиты, и места там не найдешь ни для тренировок, ни для чего. Я думаю, все будет хорошо, и наш президент не даст этому пустовать. После Олимпиады в Сочи у нас, которая была, сейчас там ничего не пустует, постоянно все занято, и команды все туда ездят на сборы, и там тренируются. Так что здесь все будет хорошо, и будем надеяться. До чего стоит только тот факт, что мы в Якутске зимой уже играем в большой футбол, чего раньше не было, да? Олег, спасибо вам большое, что пришли в нашу студию и ответили на наши вопросы. Более 2 миллионов билетов уже продано на матчи мирового первенства. Самый представительный американский континент. Съезжаются и журналисты. Они представляют 30 стран. И уже сейчас очевидно, что иностранных гостей на трибунах будет больше, чем нас, россиян. Однако свои билеты на стадион приобрели и жители нашей республики. Добираться они будут авиатранспортом. А вот пенсионер из Германии едет на мировое первенство в Москву на старом тракторе. Заядлый болельщик решил, что это лучший способ приехать в Россию. В долгом путешествии сопровождает его только верная собака. На скорости в 20 км в час можно насладиться пейзажами и познакомиться с интересными людьми, говорит фермер. От самолета такого не получишь, пока его опыт исключительно позитивный. Такой нам запомнилась эта неделя. В студии был Андрей Погорелов. До встречи в эфире.